Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. В большинстве регионов нашей большой страны уже проходит активная фаза весеннего половодья. Буквально через неделю, по прогнозам специалистов, сезон большой воды начнется и в нашей республике. О том, в какой готовности мы будем встречать половодье и какие прогнозы на этот сезон, мы сегодня поговорим с гостем студии Петром Аргуновым и руководителем Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Петр Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, наверное, начнем с терминологии, потому что есть такие понятия, как половодье, наводнение и паводок. В чем же все-таки заключается разница между этими словами? Ну, правильно, надо сперва определиться, что означает тот же самое наводнение, паводки и тому подобное. Ну, смотрите, вот есть определенный цикл водного объекта, например, реки, да? Значит, половодье, оно случается в любом случае, каждый год, ежегодно, когда весной, когда идет активное таяние снега и идет, значит, большой сток воды в водном объекте, например, доходит до 80%. Оно обязательно проходит весной, обязательно это вот пик расхода воды. Ну, потом оно снижается, и оно превращается в летний межин, потом зимний межин и тому подобное. А вот с половодьем, с паводками, да? Паводки, значит, они у нас формируются тоже весной иногда, но здесь при паводках поднимается резкий подъем уровня воды, и идет затопление низменной части поймы, и оно также резко может уйти буквально за часы, уровень упасть. Оно еще не зависит от фазы водного объекта, и оно может повторяться. У нас есть летние, осенние паводки, ну и весенние паводки, да? А вот что такое наводнение? Ну, это в широком смысле как бы народное понятие, но оно как бы включает вот эти два термина. Наводнение происходит у нас на водных объектах, которые выходят из своей поймы, затапливают населенные пункты, значит, происходят какие-то негативные воздействия на населенные пункты, идет затопление населенных пунктов, домов, приусадебных участков, и, возможно, даже доходит до человеческих жертв. И оно, значит, зависит от природы, но и еще от человеческого фактора. Например, наводнение может быть при прорыве дамбы. Да? И вот надо, правильно вы сказали, разбираться и правильно использовать эти термины. Значит, подытожим. Половодье, значит, это фаза водного объекта, когда идет почти весь сток воды в водном объекте. Паводки, они эпизодически могут быть, но там идет, значит, выход воды на пойму, затопление низменной части территории. А вот наводнение, значит, это с человеческими жертвами иногда возможно. Это наносит большой ущерб экономике. Но здесь надо понимать, что и причины возникновения разные. Вот вы отметили, что есть сезонность, есть и большой риск для жизни человека, когда действительно становятся затопленными жилые дома, приусадебные участки. А вот если мы говорим о снегозапасах и внешних водах, как они влияют? Ну, факторы, которые влияют на половодье, их много. Я как-то слышал, их вообще там 57, что ли, единиц, которые влияют на прохождение половодья и паводков на какой-то определенной территории водного объекта. Ну, хоть возьмите, например, как была увлажнена почва в прошлом году, какой был уровень ледостава, какая была, значит, толщина льда, какой был, значит, снегозапасы в бассейне реки, значит, какие заторные, зажорные явления были осенью, значит, ну, снегозапасы в основном и толщина льда. Ну, много факторов
Плюс, влияет. наверное, многолетняя мерзлота. Да, еще влияет на нашей территории подстилающие условия, это распространение многолетних мерзлых пород. Это само собой. Петр Михайлович, давайте напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. А вот какие прогнозы сейчас дают специалисты? Чего ждать от крупных рек в этом году? Мы уже получили предварительную консультацию. Здесь работает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Значит, специалисты о чем говорят? Ну, дают уже конкретные для нас специалистов даты скрытия, во-первых, и максимальные уровни на каком-либо, значит, гидропосту. Ну и какие-нибудь, значит, негативные воздействия и тому подобное. Ну, значит, по срокам скрытия. Начнем с главного водного объекта Якутии, это река Лена. Обычно у нас сценарий такой. С южной части Якутии, южной Якутии, все это дело начинается большая вода. И в первой декаде прогнозирует мая, у нас река скроется и подвижки будут на территории Ленского района. Далее, значит, Алюкинский, Хангаласский, территория города Якутска, это уже начало второй декады мая. По Лене дальше Кобяйский, Жиганский, и это уже конец устьевой части, конец мая. Вот по срокам мы определились. Да? Там есть конкретная определенная дата, но их много. Сейчас мы не будем тратить на это время. По Алдану, значит, тоже, в общем, значит, специалисты нам говорят, и мы смотрим, значит, сроки вскрытия сместились влево. Немножко в ранние сроки 1-3 суток. Поэтому по Алдану это то же самое. Ранние сроки вскрытия прогнозируем. И тоже по вторая декада мая. По Вилюю то же самое. По Амге, значит, вторая декада мая. И конец второй декады мая — это северные наши реки Якутии. Но начало второй декады — это середина мая. Это Колымская группа районов, это Верхнеколымский район. Мы с коллегами с Колымского ГУМС тоже работаем по части, которая река Колыма протекает на территории Магаданской области. Они прогнозируют, например, 16 мая Но Каркадон. тоже срок может сдвинуться, нет? Ну, они, значит, прогнозируют, это ранние сроки, 1-3 суток. Значит, норма, условно, прибавьте 3 суток, это 19-20 мая, по идее, должно там скрываться в норме в среднем. Но Каркадон, коллеги, значит, с Колымского ГУМС уже прогнозируют 16 мая, и, соответственно, это рядом с территорией Якутии, это буквально зырянка, немножко расстояние, и коллеги тоже с Якутского ГУМС прогнозируют 16 мая, условно, вот так. Значит, эти два управления примерно одинаковые, значит. Это, значит, оправдываясь, последние года у них высокая. Что касается максимальным уровнем, который интересует, наверное, всех, нас затопит или нет. Есть Конечно. определенное здесь понятие опасная отметка. Опасная отметка, ОЯ сокращенно, есть НЯ, неблагоприятные явления. Это вот когда не доходит до опасной отметки, есть какие-то затопления при усадебной территории. А вот если ОЯ, это чрезвычайная ситуация, это затопление населенных пунктов. Что прогнозируют наши коллеги? В среднем прогнозируют уровни, которые, значит, средне-многолетним значением близкие по реке Лена, по Алдану, по всем почти водным объектам, кроме Колымы. Колыма, значит, они почти прогнозируют близко к опасным отметкам. Например, есть опасная отметка Колымы — 12 метров. Это вот условно 12 метров от среднего многолетнего уреза воды, 12 метров повышается уровень реки Колыма. Это вот, представляете, вот, например, дом, там 3 метра, да, условно,
3 метра, значит 12 разделить на 3, это сколько? 12 разделить на 3, это 4. 4. Вот почти что это четырехэтажный дом, высотой волна должна подойти. Это очень опасно. Это даже при условии без заторных явлений. Коллеги наши прогнозируют заторные явления по линии, значит, традиционно это Ленский, Алекминский, Хангаласский, Намский обязательно. Устье реки Алдан, это на территории Усалданского района. Значит, при образовании, ну и Колымская группа улусов, при образовании заторов резкое повышение уровня воды дополнительно еще 1,5 на 2 метра. Значит, превышение. Превышение это будет. Но каким-то образом заторов можно избежать? Если у нас есть прогнозы, в какие сроки начинаются подвижки льда, вскрываются реки? Ну, для этого мы проводим ряд мероприятий против образования заторов. Да? Это в первую очередь вообще фундаментально это строительство каких-то дам, получается, инженерно-защитных сооружений. Заторообразование, они предполагают это затопление каких-то населенных же пунктов, территорий населенных пунктов. Поэтому необходимо, значит, защитить их дамбы высотой какой-то определенной, которая обеспечивает, например, при 1% обеспеченности воды. В этом направлении мы систематически работаем с уполномоченным органом. У нас он единственный. Это Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Буквально в этом году на эти средства мы из федерального бюджета по линии субвенций выделяется где-то, ну, почти где-то каждый год 25 миллионов. Из них только вот львиная часть идет на противопаводковые мероприятия. Это чтобы на реках не было заторов. Помимо этого есть мероприятия, которые, значит, направлены на дноуглубление. Вот, строительство дамб, на углубление русла исправительной работы и какие-то противопаводковые мероприятия. Это ослабление прочности. Да. По финансам, значит, это остальная часть идет, например, мы в этом году завершили в селе Эрт горного улуса дноуглубительные работы. Планируем, значит, на Аймиконском, Артоблаган тоже там мероприятие у нас планируется. И еще мы планируем на перспективу на реке Амга, уже проектируем за счет субвенции Карбалах. Там мы должны сделать берегоукрепление. Вот. Вопрос еще, чтобы... А если мы говорим о подготовительных работах к паводку, вот вы перечислили, это и берегоукрепительные работы, это, наверное, из-за зачернения льда? Ну, подготовительные работы, они у нас, я буду рассказывать от имени управления, они начинаются уже с прошлого года, и буквально с начала этого года идет по нескольким направлениям конкретно, чтобы подготовиться к паводку. Да? Это в первую очередь взаимодействие с уполномоченными органами субъектов. Республика и Магаданская область у нас входит. Это координация и контроль проведения за мероприятием, которое я вот сказал. Помимо субвенций идет и прямые субсидии. Это Лена Колыма, противопаводковые мероприятия, зачернение, распиловка льда. Это регулирование крупнейших режимов работы крупнейших водохранилищ России. Это Колымская, Вилюйская. Ну и непосредственно участие мониторинг за прохождением половодья и паводков. Вот, вот примерно так, да. По противопаводковым мероприятиям в этом году мы такой же объем провели, как и в прошлом году. Если финансовая часть, это 44,9 миллионов рублей привлекли денег для данных мероприятий. Они направлены на уменьшение заторообразования на заторопасных участках. Данные работы проводятся уже более 10 лет. Они показали свою эффективность. Они делаются на основании проекта, проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы, которая имеет все согласования с Главным управлением, с Росрыболовством, со всеми. И оно проводится в соответствии с законодательством по закупкам по 44-му ФЗ и принимается комиссионно.
И на данный момент все данные мероприятия благополучно сделаны, и мы, значит, можем уверенно сказать, что на заторопасных участках водных объектов в Якутии данные работы проведены, и чтобы наша фаза водного объекта половодья прошло без образования заторов. Подытожим для наших зрителей. Берегоукрепительные работы, ремонт дамб, зачернение льда. Еще я забыл, распыловка. да, Так. еще забыл сказать самое главное. Предпаводка обследования, вот этот момент я забыл, оказывается, и регулирование, да. Значит, что такое предпаводка обследования гидротехнических сооружений и объекта, представляющих экологическую опасность? Это коллегиально с коллегами Главного управления МЧС, с территориальным управлением Росрыболовства, Ростехнадзором, с уполномоченным органом субъектов. Мы выезжаем на определенные объекты, которые согласованы заранее по плану, и проводим не проверку, а обследование непосредственно гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность. Ну, это нефтебазы и тому подобное. Мы уже сейчас на завершающей стадии, буквально вот в эти дни мы должны проверить готовность инженерной защиты города Якутска. Это одно, и по регулированию. Это касается, наверное, в основном жителей Вилюйской группы улусов и Колымской. Их это очень интересует. По регулированию режимов крупнейших водохранилищ мы уже провели межведомственное рабочее совещание 17 и 18 апреля. И что решили? Предполоводные сработки не производить с обеих водохранилищ. Значит, есть определенные объемы для судоходных попусков, объемы воды. И мы будем, наверное, где-то летом осуществлять, но это уже потом мы решим на следующем совещании МРГ, осуществлять или холостые сбросы. Вот предварительно надо колымчане и вилючан сказать, что предполоводных сработок не будет. Вот. Получается, есть еще некая прогностическая деятельность во всем Конечно, там работает целая команда, чтобы ценный ресурс, водный, я имею в виду водный ресурс, максимально эффективно, полезно использовать. Для интересов экономики электроснабжения западной части Якутии это вот люди, население, значит, Вилюйская группа знает, что они полностью иногда зависят от работы, нормальной работы гидроузлов Вилюйская каскада 1 и 2, ну и, соответственно, Столетинская ГЭС. Они работают в режиме онлайн. Никакой аккумуляции нет. Буквально, если что-то произойдет, свет уйдет, значит, алмазная промышленность остановится. Это как-то вот по цепочке влияет на всю, значит, экономику в общем итоге, на, ну, какая-то часть водные ресурсы, да, их грамотное использование на добычу алмазов. Знаете, да, что 99% добычи алмазов Российской Федерации приходится на Республику Саха-Якутия. На территории нашей республики. Да, 1% это Астраханская область. И вот влияете вот от грамотной работы наших специалистов, многое зависит от грамотное использование водных ресурсов. Надо, чтобы энергетики использовали воду и, соответственно, речники, чтобы у них тоже были соответствующие водные ресурсы, чтобы они доставили что? Жизнеобеспечивающие груза Вилюйскую группу улусов, северный завоз, и оттуда тоже Вилюйскую группу газоконденсат вывести и тому подобное, чтобы флот нормально, Ленинское объединенное речное пароходство нормально отработало свой сезон. Вот. И Колымская группа тоже. Здесь, получается, применимый термин, который так широко расходится, экономика паводка. Угу. Ну, экономика паводка — это, наверное, какой-то термин новый, но я думаю, оно состоит ну, из 5 факторов, наверное, да? Совокупное понятие. Совокупное, наверное, это вот прогноз, это финансовая составляющая, да, это все равно за деньги. Это непосредственно превентивное мероприятие, это непосредственно подготовка и проведение работ, это непосредственно пропуск паводка, и потом это последнее, это ликвидация, компенсация, которые, если произойдут чрезвычайные ситуации. По прогнозу это компетенция наших коллег Якутского управления гидромета. Ну, они, значит, в этом направлении очень хорошо работают.
И я не буду, значит, слишком, значит, ну, нормально работает и обеспечивает Якутию нормальной информацией. Потом, значит, по второй части это непосредственно превентивное мероприятие. Ну, я почти что все рассказал, да? Да, вы это уже Да. перечислили. И дополню просто. Значит, субсидии есть. Субсидии на, как бы, не условно, это вот можно включить субсидии на капитальный ремонт или капитальное строительство каких-то кап-вложений касательно нашей темы водного хозяйства. Это вот как раз дамбы и какие-то берегоукрепительные мероприятия. Сейчас мы завершаем трехлетний объект. Это берегоукрепительные работы у села Верхнеюльского улуса на реке Вилюй. Почти из федерального бюджета мы привлекли где-то больше полумиллиарда. Просто население, может, не знает, мы бойцы невидимого фронта, так сказать. Да? Но население Верхнеюльска очень хорошо знает. Этот объект показательно образцовый. Он выдержал прошлый паводок. Что там произошло? Интенсивное разрушение берега у села Верхнеюльск угрожало непосредственно районному центру. Буквально там 3 метра осталось до жилых построек. Да? И благодаря хорошей, нормальной работе наших коллег с уполномоченного органа, Министерства экологии, с исполнительной дирекции наших коллег с Ленского БУ, с правительства Республики Саха-Якутия, мы достойно в этом году завершаем. В этом году мы предусматриваем где-то 56 миллионов на завершение данного мероприятия. И дальше мы должны идти по этой части. В планах есть несколько объектов. Но я хочу ретроспективно. Просто люди забывают. Предыдущее наше поколение специалистов внесли очень большой вклад в защиту от негативного воздействия. Это Валерий Ильич Авдеев, Иннокентий Михайлович Андросов, Ленское бассейновое направление непосредственно с момента его как бы вновь возрождения 2001 года. Мы уже, значит, позади имеем это 3 крупных инженерно-защитных сооружения. Это в Ленске, Люкнинске, Якутске, Усянске, Итыкёль. Это берегоукрепительные работы на реке Алдан, Кюпсе, на реке Амга. Это Даже Амгинса, наверное, новое поколение не знает. Да? Берег такой он должен быть. Ну, такой он есть. А он раньше был, значит, такой прямой, значит, все время разрушался. И Итыкёль, защитное сооружение. Ну и город Якутск. Каждый раз данные объекты оправдывают свою эффективность. Каждый вложенный рубль сейчас, значит, несколько раз окупается. И некоторая часть населения может, возможно, спокойно, благодаря данным объектам, переживает половодье и паводки на территории Якутии. Вот. Вы рассказали о том, какие работы проводятся в Вилюйской и Колымской группах улусов, но мы и про другие районы тоже, наверное, не забудем. Что происходит там? Ну, северные или другие... Можно и про северные, и про центральные. Какие у нас объекты? Да, какие проводятся сейчас там работы и какие объекты готовы противостоять весенним водам? Плановая работа по постройке и тому подобное я уже рассказал, но мы по центральной части Якутии, например, есть водные объекты, которые Тата, Сола, они, значит, имеют много гидротехнических сооружений и плюс еще густонаселенные. Это территория Чурапчинской и Татинского улусов. Там, значит, проводятся постоянно капитальные ремонты гидротехнических сооружений за счет федеральных средств. Буквально в прошлом году мы завершили 2 капитальных ремонта гидротехнических сооружений. Это село Мугудай, Мугудайцы, наверное, знают, и Рюмкёль, это тоже Хадар, рядом с Дерином. Наши коллеги на днях, значит, были там, обследовали, и как бы все нормально, и паводок переживает. Еще что мероприятие? Ну, по капстройке по Верхнеюльску, значит, мы отрабатываем, но есть планы дальше идти. Это
большое, значит, мероприятие нас ожидает. Это город Верхоянск. Должны, значит, начать уже в следующем году. Сейчас идет подготовительная работа, чтобы нормально зайти к данному объекту. Ну, потом уже есть наработки по Намскому району. Намский район тоже каждый год страдает от паводков. Вот этот тот же Графский берег, реконструкция. Это уже я рассказываю наперед где-то на 4-5 лет. Вот, еще что. А какой вопрос еще был? А если мы будем говорить о статистике, вот все равно есть такое понятие, что на Дальнем Востоке, в Якутии самые масштабные половодья, и это, что немаловажно, негативный тренд. Вот что определяет и чаще всего частоту и масштабность паводка? Ну, частоту и масштабность паводка определяет непосредственно гидрологические условия того или иного водного объекта. Но вот какой-то негативный тренд я как бы не согласен. Здесь я хочу акцентировать внимание телезрителей на то, что в принципе те же половодные паводки явления были и 100 лет назад, и 80 лет назад. Я помню, как наши преподаватели в Государственном университете Якутском, когда мы учились, Максимов Григорий Николаевич, он рассказывал, что в Якутске они ходили, значит, вот район театра оперы и балета, буквально, значит, по воде, по колено по воде. Сейчас такое сложно же представить. Сейчас у нас инженерная защита города Якутска. Это мало кто помнит. Наверное, мало кто помнит, когда этот Кёль уходил под воду в 1982-1984 году. Это мы только специалисты, это мы помним, и это мы зафиксировали, и это мы знаем. Поэтому здесь я хочу сказать, что население растет, и было, значит, заселение затапливаемых территорий. Люди зашли на естественную среду водного объекта, первую надпойменную часть, например, или на вторую надпойменную часть, где обязательно 100% или 95% идет затопление при обычных паводковых явлениях половодья. Да? Вода выходит и начинается, значит, затопление. Это вы зашли на естественное русло, естественное, значит, пойму водного объекта. Это как Да. было в Ленске некоторое время назад, когда ежегодные половодья топили жилые дома? Или Не, здесь другая немного? Но это немножко другая история. Это вот, знаете, вот если Орск, да, это тоже Тулун, это все были построены на зонах затопления и подтопления. Даже наши, значит, населенные пункты, они расширяются в сторону водного объекта, это не есть хорошо. Но благодаря постановлению правительства Российской Федерации 360 от 2014 года мы провели большую работу в этом направлении. До этого не было мотивированного отказа, например, уполномоченного специалиста какого-нибудь градостроительного муниципального мотивированно отказать гражданину в выдаче какого-то земельного участка на затапливаемой территории. Сейчас уже эта работа уже проделана. Мы вместе с коллегами с Министерства экологии эту работу провели и установили зоны затопления и подтопления в 125 населенных пунктах Якутии. И благодаря этой работе буквально, ну, это уже эффект будет через 10 лет, уже мы зоны провели. Ну, сейчас уже не выдают участки на территориях. Ну, могут выдать, но, значит, там не есть, безусловно, запрета. Могут выдать, но при условии, что человек, значит, обеспечит инженерную защиту данного участка или на сваях, или на искусственном подъеме земли. Кстати, это благодаря нашему парламенту. Вот это вот ограничение было введено 67.1, 74 ФЗ. Там было написано, что в зонах затопления нельзя ЭЖС без инженерного обеспечения. Это вот дамбу я имею в виду. А вот благодаря работе парламенту нашему Ильтумену 2 слова внесли. На сваях и на искусственных повышенных территориях. Это просто отсыпка. Да? И сейчас, если это возможно, то могут, значит, выйти из зоны затопления. Но мы сейчас имеем, значит, 125 населенных пунктов зоны затопления. Благодаря этому уже население знает, понимает, где уже идет территория затопления при 100% обеспеченности. При 1%. А может быть и 0,5%.
Но, тем не менее, все равно эффект, который будет большой лет через 10, сейчас уже малыми шагами достигается, по крайней мере, тем, что меньше ущерба стали причинять именно вот как раз-таки индивидуальному жилищному строительству и прочему. Петр Михайлович, и в завершение нашей беседы, вот для зрителей, может быть, дадите совет, какое лучшее средство профилактики паводка? Ну, я еще раз скажу, что лучшая профилактика – это строительство инженерно-защитных сооружений. Ну и вкупе, значит, проведением наших противопаводковых мероприятий и тому подобное, берегоукрепительных. Но оно, значит, имеет очень большую, значит, финансовую составляющую. Но, тем не менее, благодаря работе, уму и старанию наших специалистов мы продвигаемся вперед. Уже позади много сделано за 20 лет, ну почти за 50 лет. То, что было раньше, то, что было сейчас, небо и земля. Потихонечку мы все вопросы решаем. Потому что у нас, знаете, во всем мире водные объекты не зарегулированы во всем мире. У нас только могут быть такие масштабные половодья и наводнения по сравнению с центральной части Российской Федерации, где все зарегулировано. Ну, где имеется в виду водохранилище, Волга, там, Амур и все. На водохранилищах, и они могут срезать пики половодья и паводков. Вот как раз половодье же я рассказывал, это фаза, где проходит большой сток воды. Вот они просто ее аккумулируют в водохранилищах, и тем самым, значит, уровни не повышается. А у нас такого нет на реке Лена. Поэтому Ну, будем надеяться, сложно. что появится. Нет, водохранилище, строительство водохранилища – это сложный вопрос. Но, тем не менее, мы сейчас должны идти по пути, значит, строительства инженерно-защитных сооружений. Они уже показывают свою эффективность. Город Якутск, Ленск, Алекминск тому подтверждение. Петр Михайлович, я благодарю, что нашли для нас сегодня время. Зрители много чего нового узнали, по крайней мере, хотя бы куда тратится каждый рубль, и они понимают, что все это не напрасно. А на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.